Герой нашей программы Константин Шутин родился в далеком поселке Индигирский под Устнерой. Но всю свою сознательную жизнь, за исключением учебы в техникуме и службы в армии, живет в городе Нерюнгри, переехав сюда с родителями в далеком 1978 году. При выборе профессии Константин не предполагал, что будет заниматься выбранным делом долгие и долгие годы. Я закончил после школы техникум по электротехнической специальности. Всю жизнь работал в этой отрасли, потом заочно закончил институт, ну и продолжаю оставаться верным своей профессии. Нерюнгринская ГРЭС, предприятие, от которого зависит жизнеобеспечение большого города, его инфраструктуру и, в первую очередь, комфорт его жителей, стало местом работы Константина без раздумий. Работаю я в цехе тепловой автоматики и измерений, должности инженера по наладке оборудования. Наш цех занимается обслуживанием разнообразных контрольно-измерительных приборов и регуляторов. То есть это глаза, уши и органы чувств котлотурбинного оборудования. Все это нужно для того, чтобы турбина работала нормально, выдерживались все параметры, обеспечивалась стабильные обороты и мощность турбины. Механизм довольно отлаженный, надежный. Здесь все, грубо говоря, идет по накатанной. И бок о бок с нами работают не одна служба, не одно подразделение, где везде люди дело свое знают. Поэтому чего-то такого из ряда вон выходящего я не припомню. И в своей работе мы стараемся не допускать ничего такого, чтобы шло вразрез с положениями, с инструкциями, с правилами. Здесь все серьезно. Здесь это, на минуточку, объект жизнеобеспечения города, без которого, представьте, сейчас, в нынешнюю температуру, останься город без тепла и электроснабжения. Это надолго не хватит его. Несмотря на большую ответственность и серьезность работы всех, без исключения служб предприятия, всегда остается возможность поднять настроение коллегам, которые отзываются о Константине Шутине исключительно положительно. Работаю уже давно, лет 15 точно работаем. В общении, конечно, хороший человек, хороший специалист. Всегда можно обратиться за какой-нибудь помощью к нему. В части электроники, электротехники, отменный специалист, скажем так. Не хотелось бы, чтобы такие работники нас покидали, скажем так, дольше работали, передавали опыт молодым. Чтобы труд его не был забыт, надо, чтобы он постоянно был рядом, скажем так. И он отнюдь не самый последний человек на станции. Покидать ставшее родным предприятие Константин не собирается. Тем более звание лучшего в своей профессии на Нерюнгринской ГРЭС обязывает ко многому. Оптимизм только что не дает упасть духом в трудных ситуациях, собраться, и если что-то идет не так, то взять себя в руки и с честью выйти из трудной создавшейся ситуации. Несмотря на всю суровость профессии, Константин Шутин – человек творческий и многогранный. В свободное от работы время среди его множества хобби есть одно, свойственное большинству уже выросших мальчишек, но со своими особенностями. В детстве росли без гаджетов и всего такого. И хотелось что-нибудь эдакое, чего нельзя было купить в магазине. И что-то мастерили сами, начиная от пистолетиков, ружей, потом машинки, всякое такое. И привычка держать инструмент еще закладывалась в детстве. И бывает так, что, как я это называю, руки зачесались. Хочется что-нибудь эдакое сделать. К примеру, это ручка с подставкой. Тоже все сделано своими руками. Просто отломанная ветка, сломанная в лесу. Иногда приходится ездить
в поездах, в самолетах, куда-нибудь в отпуск летишь. Вот. Поэтому для электронной книжечки своей я сделал вот такую обложку. Вот. Она вот так открывается. Все. Вот. Ну и отдельная тема, как-то меня заинтересовало такое направление, как стимпанк. Вот. То есть это изделие в эстетике паровых машин конца 19 века. Вот это вот основное. Оно так и переводится. Steam по-английски пар. Вот. То есть вот это не что иное, как компьютерный выносной жесткий диск. Это просто оболочка у него такая вот. Вот. А вот это сооружение, правда, еще не совсем доделанное, это подставка для телефона. И если это хобби напрямую перекликается с техническим образованием, то еще одно увлечение Константина связано с его тягой к творчеству. Но начиналось это увлечение, как это часто бывает, совершенно случайно. Книги миниатюрного формата занимают особое место среди его коллекций. Началась с подаренного мне. Так, вот она, хокку, ага, вот это вот. Собрание японских хокку, стихов коротеньких. Вот. Это как бы первый экземпляр. Потом что-то подарили еще, потом что-то понравилось. Не то, что она маленькая, а именно как содержание. Вот. Потом кто-то говорит: о, у тебя, я смотрю, там несколько штучек есть, на-ка тебе в подарок, а то у меня болтается без дела. И вот так постепенно коллекция росла. Книги есть всякие разные, на различных, из разных жанров. Есть как художественные, так стихи, проза. Причем даже такой момент, что даже это не самые маленькие книги, а самые маленькие вот такие. Пушкин, Есенин, Достоевский. Эти, конечно, вообще больше для прикола. Если этим можно еще почитать, то тут придется поднапрячься. Вот таким вот образом. Такая необычная коллекция. Отдельно можно упомянуть и коллекцию книг, правда, уже формата обычного, но достойных украсить любой музей. Это различные издания, которым уже почти 100 лет, а совсем редкие экземпляры увидели свет еще в XIX веке. Неочковые кобры, женская логика и я, те еще кадры, неестественный отбор, взрыв мозга. Неискушенному обывателю эти словосочетания ничего не скажут. Тем временем это команды, все больше набирающие популярность в Нерюнгри, интеллектуальные командные игры «Квизатлон», которая стала еще одним увлечением нашего героя. Так, в 2018 году, собрав единомышленников, Константин организовал команду «Шунтики». «Шунтики» — это уже бренд, потому что наша команда нередко была победителем на разных... брали призовые места очень часто. Мы все время в высшей лиге. Вот. Даже полушутя Дмитрий Кара, который являлся основателем этого квизатлонного движения здесь. Вот. Он так, напустив на себя строгость такой: «Шунтики, что-то вы слишком часто выигрываете, народ прям обижается, не даете никому». За все время проведения игр «Квизатлон» в нем уже приняло участие более 180 команд. Но «Шунтики» из года в год достойно представляют свою команду в регулярных играх и пользуются заслуженным уважением соперников. Я помню самую первую игру в «Квизатлон», где мы познакомились с Константином. Собственно говоря, его все запомнили там с его стихами про борщ, с его капитанской кепкой. Его команда, которую он сам создал, независимо от того, меняется их состав или не меняется, всегда остается одной из самых сильнейших. Я бы сказала, самой сильнейшей, просто не всегда везучей командой в клубе интеллектуалов «Квизатлон». Константин, как истинный капитан, задает правильный курс.
Команда «Шунтики» – наши вечные соперники, но мы являемся их фанатами. Костя Ванлав! В 2018 году меня пригласили на игру «Квизатлон» в команду «Шунтики» заменить выбывшего игрока. Константин Николаевич, оказывается, был капитаном этой команды. В этот раз он открылся мне как образованный человек, обладающий качествами лидера, азартный, разносторонний. Игры «Квизатлон», вне зависимости от результата игры, в нашей команде проходят интересно и весело. В этом году команда «Шунтики» отметит свое 5-летие. И можно с уверенностью сказать, что под руководством такого капитана команду ждут дальнейшие победы и яркое участие. Сложился такой основной костяк команды. Ну, к сожалению, не все всегда могут принять участие в играх. И то один придет, то другой. Такие люди, которые, как мы говорим, переменный состав. Вот. А если мы собираемся вот основным сложившимся составом, мы очень часто берем призовые места. Вот. И квизатлон для меня – это вот все сразу, о чем вы перечислили. Это и возможность общения с хорошими людьми, и интересное развлечение. Вот. Опять же, лишняя возможность, лишний повод сходить в ресторан. Ну, а в основном это, да, это хороший отдых, отдушина такая, неординарное событие, потому что город у нас не сильно большой, с культурным досугом, ну, как бы оставляет желать лучшего, а здесь весьма хорошая отдушина. Но самым главным увлечением, можно сказать, любовью всей жизни, безусловно, является поэзия. Поэт Константин Шутин широко известен за пределами Нерюнгринского района, являясь постоянным участником творческих фестивалей, автором песен и, конечно, как и он сам, очень оригинальных стихов. Ну, начиналось все это еще там в начальной школе для стенгазеты. Ну, потом как-то это все утихло. В студенческие годы пробовал. Что-то получалось, что-то нет. Вот. Ну и с тех пор, и с той поры практически ничего не сохранилось. А потом как-то вот уже под конец 90-х где-то это все начало проклевываться. Ну и так постепенно, потихонечку, полигонечку и пошло. Вот. У меня, ну, вроде казалось бы, о, там как бы четверть века, за это время можно накропать столько ого-го. Нет, на самом деле у меня не так уж и много произведений. Вот, потому что как-то неинтересно писать о том, о чем уже написано за те сотни лет, сколько существует поэзия. Скромный по своей натуре Константин Шутин является любимцем публики, в первую очередь за оригинальность слога. Любые темы, нашедшие отражение в стихах Константина, предстают перед слушателем в очень легкой и сатиричной обертке. «Любовь не вздохи на скамейке», когда-то написал поэт, как в лотерее, тут сумейка, счастливый вытянуть билет. Вот жили рядышком когда-то, не помню, правда, лишь когда, вполне обычные ребята. Два друга, не разлей вода. Как мимолетное видение, ну и как гений красоты, пришла она, внеся смятение, друзьям добавив маяты. Рекою хлынули признания, что женщинам милей всего. Она купалась во внимании, но выбрала лишь одного. Второй, облом запив винищем, хмельной на свадебной гульбе, все говорил: ах, мой дружище, как я завидую тебе. Да, жизнь порой отколет номер, бывает доброй не всегда. Наш первый друг болел и помер. Такая вот стряслась беда. Второй же друг, а кто ж не грешен, припомнив страсти давних дней, по мере сил вдову утешил, женившись сразу же на ней. Порой у друга на могиле с кривой ухмылкой на губе он говорит: ах, друг мой милый, как я завидую тебе.
Со своими произведениями Константин Шутин является постоянным участником литературной гостиной, неизменно вызывая восторг у зрителя. Хоть погода еще переменчива, и листочки не лезут зеленые, шубы зимние скинули женщины, в мир являя фигурки точеные. Сколько ждали, и нате, весна, ветры теплые вроде бы дунули, и мне стало совсем не до сна. Только вы не об этом подумали. Как утихнет сияние дня, будто хор упырей, не иначе, под окошком теперь у меня разливаются вопли кошачьи. В нашем доме их целый подвал. Расплодились мохнатые гадины. К ветврачу их никто не таскал. Все при них, что природою дадено. В полночь вой, да на 100 голосов, как прибой ударяет о стены. Хошь не хошь, а любой волосок дыбом встанет на вроде антенны. Хоть стучись головой об пол. Снова рыжий он с новой кошкой, валерьянкой запью корвалол, изловлю и зажарю с картошкой. Но как им объявишь войну? Разбежались, и взятки с них гладкие. В лучшем случае пальцем, палкой швырнул, под рукой ни ружья, ни рогатки. А недавно я встретил ее. Сам не свой, я хожу всю неделю. Понял я, наконец, ё-моё, что мне черти хвостатые пели. От улыбок расплылось лицо, ярче солнца, звук птиц голосистее. Эх, куплю и букет, и кольцо, и кота заведу попушистее. С Костей Шутиным мы знакомы много лет. Наша литературная гостиная уже 18-й творческий сезон, и на протяжении всех этих лет этот замечательный человек, Костя Шутин, посещает нашу литературную гостиную. Я хочу сказать, что этот человек многогранен. Он пишет прекрасные стихи, и единственный в нашем городе поэт, который пишет сатирические стихи. И всегда, когда у нас идут литературные гостиные, зрители, которые тоже уже много лет ходят к нам, спрашивают: а Костя Шутин будет выступать? Потому что, когда он выходит на сцену и читает свои стихи, в зале шквал аплодисментов и позитив. Любовь к родному краю также нашла отражение в творчестве Константина Шутина. Будучи заядлым путешественником, очень много произведений он посвятил своей малой родине. Он очень любит якутскую природу, потому что он сам из Якутии, и поэтому как бы природа, он напитывается природой, и поэтому в его стихах как бы свежесть вот реки, красота нашего якутского края. И все это он изображает в своих стихах. И вот у нас вышла к 45-летию книга, где его песни тоже здесь на стихи Константина Шутина. И самое удивительное то, что заканчивает эту книгу тоже песня его, называется «Песня о городе», а музыку написала Александра Коновалова. Поэтому его стихи очень популярны, печатаются во многих сборниках. Он у нас лауреат республиканского конкурса в номинации «Поэзия. Берег дружбы». И всегда он приезжает как почетный гость на республиканский фестиваль, и там участвует тоже в разных гостиных, и его, в общем, все очень любят. Но, естественно, как любой уважающий себя мужчина, Константин Шутин очень любит готовить. Особой любовью пользуется рыба и все, что с ней связано. И процесс приготовления рыбы стал настоящей традицией. Традиция это, не сказать, чтобы сильно давняя, несколько лет. Просто рыбу я очень люблю, вот, в любом виде. Ну, а так как-то повелось, что вот хочется. И почему в пятницу? Потому что вот после работы уже знаешь, что завтра выходной, что можно не торопясь все это в свое удовольствие делать. Вот. И каждую пятницу я готовлю то ли жареную, то ли запеченную в духовке рыбу. Ну и думаю, как, раз это что-то такое связанное с водной стихией, то тут уж понятно, название «День Нептуна». Так вот я окрестил шутку. Ну и прижилось, и с тех пор традиция сохраняется. Прикоснулась к этой очень вкусной традиции и наша съемочная группа. В день съемки Константин готовил рыбу по одному из своих самых любимых рецептов. Потрошенная, вычищенная, порезанная заранее на куски и подсоленная
рыба берется. Выкладываем ее на противень. Посыпаем укропом, черным перцем. Также это все надо внутрь. Затем предварительно протертый на мелкой терке лук мы добавляем немного горчицы. И майонез. Как оказалось, случайности не случайны, и особая любовь именно к этому продукту тоже имеет свои предпосылки. Отчасти повлияло на мою любовь к вот этим регулярным рыбным застольям. Опять же, туристические слеты того времени, когда я работал в объединении «Якутуголь» в угольном разрезе. Там на конкурс блюд было также приготовление рыбы. Поначалу конкурсы проходили кто во что горазд, поэтому не было не были соблюдены одинаковые условия для всех. Вот. А потом стали просто рыбу раздавать всем одинаковую. На тот момент это был окунь-терпух. И вот что хочешь с ней, то и делай. Помню, я даже такой сопровождающий стишок сочинял к этому. Испеклась побежали ручейком, слюни быстро, ибо испеклась над костерком на угольях рыба. Мы, помню, запекали этого терпуга в фольге, вот, и очень удачно так это получилось. Весьма понравилось и команде нашей, которая с большим удовольствием эту рыбку оприходовала, и жюри. Подготовительные операции все закончены. Рыба готова для постановки в духовку, и мы ее ставим в предварительно разогретую духовку и ждем. Ждать пришлось буквально 20 минут, и мы в очередной раз убедились, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. Все, как видим, наша рыба уже готова. Вполне время ее достать. И хоть и есть расхожая поговорка, что самая лучшая рыба – это колбаса, сейчас мы докажем, что данная поговорка работает далеко не всегда. Так кто же он, Константин Шутин? Инженер, кулинар, коллекционер или поэт? Наверное, ответ на этот вопрос можно искать очень долго, но так его и не найти. Ведь при каждой встрече в этом талантливом и творческом человеке открываются все новые и новые грани. Но в одном можно быть уверенным на 100%. Константин Шутин всегда будет настоящим патриотом родного города. А был ли ты когда-нибудь в Париже? Грел пузо на Мальдивах или в Сочи? У нас, конечно ж, этажи пониже, и в Чульмане купаться, не очень. Бывают в мире города и краше. Но здесь наш дом, дела, друзья, работа. И Нерюнгри, где мы любим. Это ж наше. Хоть часто вопреки, а не за что-то. Но Нерюнгри не хуже, чем иные. Ведь это так, и мы об этом знаем. Его мы, нерюнгринцы коренные, по-свойски просто Нюркой называем.